Когда я в мединституте учился, один такой атеист откуда-то услышал хадис, который говорится, если, говорит, в сосуд пищи из вас попадет муха, то вы, говорит, ее сначала утопите, потом выбрасывайте. Говорит. Этот атеист услышал когда-то муха, он знал, что я учусь в мединституте, знал, что я молюсь, и он меня хотел подколоть. Мне говорил, слушай, говорит, это, говорит, ваш ислам говорит, ваш пророк говорит, муха, если попадет в пищу, ей, говорит, сначала утопите, потом только выкидывайте. Говорит. Это, говорит, как это получается? Ну, у меня тогда аргументов не было, я ему говорил, раз пророк говорит, значит, правильно это говорит. Правильно говорил. И получается, в 2008 году в Кувейте была международная конференция по научному иджазу Коран и Сунна. Уже было 10 конференций. Последняя была в прошлом году в Испании. Вот на 8-й конференции, которая была в Кувейте, там был доклад немецких ученых, которые именно выступали по этому хадису. Они что установили? Они установили, немецкие ученые, не мусульмане, видя, что все, что написано в хадисах, Коране, аятах подтверждается, они подумали, это пророк, спроста ничего не говорит, значит, что-то есть. Они взяли, утопили это мух и начали исследовать. Оказалось, что при утоплении мухи там активизируются, появляются такие антибиотики, которые уничтожают все любые виды антибиотиков, любые виды микробов. И после этого доклада австралийские ученые из университета Эмори из тела мух выделили очень сильный антибиотик, который буквально уничтожает все другие микробы. Оказывается, для чего надо было утопить? Для утопления же для мухи это уже экстремальная ситуация. А экстремальная ситуация надо себя спасти, и она выбрасывает, оказывается, эти антибиотики, и после того, как утопил, весь грязь, если микробы, которые на нее есть, она выбросила, уничтожила, и после этого ее муху выкидывать, и можно это молоко или там что другое, любой пищевой продукт пить. Что у пророка была лаборатория, что он знал, что там микробы, что он что-то исследовал. Нет, 1400 лет после него немцы, которые к исламу имеют никакого отношения, эти люди доказывают, что он был прав. Немцы доказывают. И после этого они приходят в ислам, потому что это для них является откровением. Потому что они говорят, это по-другому быть не может.